Ćao! Dugo se nismo vidjeli. Nadam se svi dobro. Danas ćemo malo porazgovarati o nekim veznicima, rečicama и предлозima koje često koristimo. Сегодня расскажу вам немного о некоторых союзах, частицах и предлогах, которых мы часто используем в разговоре и которых люди путают обычно. Послушайте. Veznici. Veznik i. I это и. Например, ovo su olovka i papir. Veznik a. Ovo je olovka, a ovo je papir. Ovo je olovka, a ovo je хемijska. Ali. Ali это но. У нас тоже есть союз но мы его не используем так часто. Значит, мы также говорим но. Ovo je dobro, no može bolje. Это хорошо, но может быть лучше, например. Ali все-таки, вот ali, češće govorim ali. On želi da putuje, ali ne može. Ili. Ili, это ili. Isto je. Želite kafu ili čaj? Ako. Ako, это если. Ako dođeš, dobit ćeš poklon. Jer ili zato što. Потому что или так как. Dakle, jer ili zato što. Otišli su jer je već bilo kasno. A также otišli su zato što je već bilo kasno. Zato što. Zato slitna što. Dva slova. Već. Слово «вeć» может иметь два значения. Оно может являться союзом, и тогда его значение «а» или «но». Например, ovo nije njegov, već moj telefon. Это не его, а мой телефон. Dakle, ovo nije njegov, već moj telefon. А второе значение этого слова оно может являться и наречием, и тогда его значение уже. Уже. Već sam pročitala knjigu. Я уже прочитала эту книгу. Već sam pročitala tu knjigu, например. Dakle, već. Но, а или уже. Всегда надо учитывать контекст. Значит, всегда смотрим контекст и так определяем значение. Па. Слово «па» тоже имеет разные значения. Когда оно является союзом, тогда его значение «и». Например, уморан je pa sada spava. Он устал и теперь спит. Dakle, umoran je pa sada spava. Или umoran je и sada spava. Može и tako. Другие значения слова «па» относятся к частицам. Например, «па добро», «ну и хорошо», «ну и ладно». «Па šta», «ну и что». «Па nek dođe» и «пусть придет». «Па где je on», «да где же он», «па где je on». Znači pa dobro, pa šta, pa nek dođe, umoran je, pa spava. Все это слово «па» и всегда, как всегда, смотрим контекст и по контексту определяем, что имеем в виду. Там много значений. Međutim, однако. Он je hteo to da uradi, međutim nije mogao. Он хотел так сделать, однако не смог. Иако. Иако – это хотя, несмотря на то, что, или тоже однако. Время было доста хладникаво, иако je село солнце. Это значит, что погода была довольно прохладной, хотя светило солнце. Иако. Иако je село солнце. Tek što, как только. Tek što sam ovo napisala, došli su gosti. Как только я это написала, гости пришли. Tek što.
tek što sam ovo napisala. Речице. Особенность частиц заключается в том, что у них довольно часто бывает эмоциональный характер. Что это значит? Это значит, что они указывают на отношение говорящего к какому-нибудь контексту или к собеседнику. И поэтому их часто переводят по-разному. Посмотрите некоторые из них. Русское «да» в конце. В сербском может быть «ел», «ели», «елда», «ел може», «може». Например, «сюда», да? «Овде ел». Или вот, вы смеетесь, да? «Ето», вы се смеете, ел да? «Давай на «ты», да? «Аймо на «ти», ел може?» Ну, конечно, там может быть и можно, ну, может быть и да, в принципе. Значит, «давай на «ты», да? «Аймо на «ти», може?» Или «ел може?» Nećeš da me povedeš, jeli? Не возьмешь меня с собой, да? Хайде или хайдемо. Давай, давайте. Хайдемо у шетню. Давайте погуляем. Айде, айде, брže. Давай, давай, быстрее. Хайде. Zar ne? Не так ли? Vi očigledno volite da nas šokirate, zar ne? Вам очевидно нравится нас шокировать, не так ли? Ovo je super, zar ne? Это шикарно, не так ли? Zar ne? Važi ili dobro? Ладно или хорошо? Видимо се сутра, važi. Завтра увидимся. Ладно или хорошо? Также можно сказать «Видимся сутра, добро? Завтра увидимся, хорошо?» Ну, типа «хорошо», «ладно», «ма важи». Да ладно. Назвать мало kasnije. Важи. Наберу тебя чуть позже. Ладно? Dakle, важи. Важи тоже может быть. Да, ладно. Да ладно. Ма важи. С таким же значением часто используем английское «окей». Окей, важи. Видимо се, окей. Ćao. Jel tako? Так? Ovo je sve zbog mene. Jel tako? Это все из-за меня. Так? Jel tako bilo? Так было. Jel tako? Evo ili eto. Eno, даже. Вот или вон. Например, где mi je hemijska? Где моя ручка? Где mi je hemijska? Evo je. Вот она. Или где mi je hemijska? Eno je tamo. Von ona tam ležит. Eno je tamo. Значит, evo или eno. Но, если хотим сказать, так вот оно что, а о томе се ради. Типа, вот в чем дело. А о томе се ради. Так вот оно что. Predlozi. Predlozi. U srpskom это в на русском. Dakle, u это в. Idem u školu. Иду в школу. Идем у град. Иду в город. Или еду в город. Все равно. Идем у град. Evo me u gradu. Вот я в городе. Evo me u gradu. Значит, в это у. И наоборот, русское у это сербское код. Я у подруги. Kod drugarice sam. Стол у окна, например, стоит. Стоя kod прозора. Kod. Но обратите внимание, если хотите сказать, что вы дома, тогда kod kuće. Я sam kod kuće. Я дома. Kod kuće. Око или около. На сербском это вокруг. Значит, это не около, а вокруг. Например, око kuće je башта. Вокруг дома сад. Око или около. Вокруг. Поред. Поред это рядом с или даже около. Но
Pored koga, čega, genitiv, radicini падеж. Pored mene si ti, na primjer, rядом со мной ти. Ili pored kuće je auto, rядом s domom mašina. Pored koga, čega. To je sve za danas. Ako imate još ovakvih reči koje не znate, slobodno ih пишите u komentarima. Если есть еще такие слова, которых вы не понимаете или, возможно, не понимаете до конца, то, конечно, пишите в комментариях slobodno. I ako ima neka tema još koja vas zanima ili o kojoj biste htjeli da čujete, također možete da pišete u комментариях. Если есть такие темы, которых вы хотели бы обсудить, то, конечно, пишите slobodno. Pročitat ću sve i odgovorit ću vam svima. Hvala vam. Vidimo se. Ćao.